большой привет, друзья! С утра рано у нас не получилось выехать. Время 11 часов. И посмотрите, как изменилась погода, как изменилась дорога за эти 3 дня. 3 дня плюсовая температура. И все. Весна, можно так сказать, наступила, идет полным ходом. Дороги уже практически оттаяли до асфальта. В общем, весна, да и только. Можно было, конечно, не ехать, но снасти поставлены, значит, надо проверять. Едем на проверку наших станных удочек и попробуем еще порыбачить, может, что еще поставим. Печора, матушка, уже посинела. Вот это да. За 2 дня, ну за 3. Вчера еще все белое было, сегодня уже посинело. Так, ну что, есть движение, нет? Здесь, наверное, ёршик. Здесь, наверное, ёршик. Давайте прокатимся, посмотрим. Попалась крупная рыба, не попалась. Крупной рыбы, походу, нет. Да. Печалька. А я так ждал, надеялся и верил. Так, уберем поджопник. Он нам пока больше не нужен. Вот. Все, река посинела уже, снег, ветер и дождь делают свое дело. Неужели тоже одни ерши? Не, тут даже ерша нет. Ладно, друзья. В общем, проверяем сначала все удочки. Если что-то будет интересно, сделаем включение. А дальше видно будет. Взял 6 продольничков, может быть, куда-нибудь ближе к этому берегу воткну, попробуем. Есть, друзья, что-то есть. Вон, что-то здесь есть. Опа, тяжеленькое. Хорошее что-то. Блин, леска тонкая, походу налим. Походу на ерша взял налим. Что-то очень тяжелое. А леска тонкая, бляха. Ёшкин кот. Не выдержит. Налим, походу, налим. Оп, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, иди, иди.
Иди, иди, малыш, сюда иди. Блин. Тяжелая, тяжелая. Тихо, 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 тихо. Ни крючка, ничего не взял. Ах ты, рыбак, ёшкин кот. Иди, иди сюда. Иди, иди сюда. Налим, точно налим. Вот он, я его уже вижу. Опа, все. Налим. Был налим и нет налима. Видел только голову. Надеюсь, вы его тоже видели. Не выдержала леска. Просто порвалась и все. Я даже в лунку не смог его затащить. Вот так вот. Получается, налим здесь есть. Значит, можно ставить продольники на ершей с большими крючками. Блин, ну это опять же рубить палки придется. Трутота. Килограмма на 1,5-2 был, не меньше, судя по голове. Надеюсь, вы его тоже видели. Печалька. Ну ничего, значит не мой. Подрастет, он нам попадется. Так, здесь у нас тоже что-то есть. Но здесь, походу, ёрш. Да. Вот так же, наверное, вот там был налим. Дальше, ближе к середине, ничего не было. Все черви целые, а парши целые. Ближе к берегу, видать, ёрш долбит. Также, видать, попал ёрш. И на ерша тюкнул налим. Вчера уже один ёрш здесь был. Вот мы сюда вот так вот отпускаем его. И попробуем все-таки сегодня срубить пару палок и поставить хотя бы десяток палок на налима. Так, у нас еще один обрыв. Нету нимфы. Червяк на месте. Кто-то попадал на нимфу и оборвал леску. Но это навряд ли налим. Это или крупный язь, или крупный харис, что-то такое. Потому что навряд ли налим будет кидаться на нимфу с опарышем. Так, и что у нас осталось? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 удочек. 6 удочек. Что-то пока пусто. Леску закидывает. Сейчас попробуем поставить продольнички с грузом. Не знаю почему, но продольники всегда работают лучше, чем вот эти вставные удочки. Вставные удочки чем хорошо? Их видно, как рыба клюнула. Ну, попробуем повыше поднять грузило. Приподняли от дна, чтобы червяк тоже болтался в толще воды. Посмотрим, может так сработает лучше. Тишина, тишина, да, да, да. Надежда была. Ёршик, походу, здесь есть, да. Вот ёрш. Ближе к берегу соплячки навтыкались. Навтыкались, может быть, один есть, но я так думаю, нет. Так, этот заглотил до жопы. В качестве живца не пойдет. Так что как-то вот так. Так. Ну, а здесь по-любому, наверное, ёрш, да, сидит. Сидит. Вон какой черный ёрш. С какого-то озера, видать, выплыл. В шуге сидит под шугой. Короче, на мели одни ерши только возле берега.
А рыбы нет. Ладно. Ёрш тоже рыба. Так, ну и крайняя палка возле самого берега. Тоже, опа, ёрш. А, здесь, наверное, нимфы уже не было. Да, вроде бы здесь нимфы не было. В общем, проверку мы закончили. Сколько? 3 или 4 ерша. И был один налим. Вот. Теперь попьем компот из шиповника и поставим продольнички. Так, ну что, поставил 4 продольничка и сюда переставил 7 вставных удочек ближе к этому берегу. Иду обратно, смотрю, здесь поклевка. Поклевочка. Опа! Есть контакт. Вот такой вот сижочек. Вот так вот. Ну вот. В принципе, мы за этой рыбой сюда и пришли. Заглотил до кишков. Вот так вот. Вот такой вот красавчик, сижочек. Крючок заглотыш работает. Начало есть. Рыбу мы увидели. Это уже хорошо. Енскадан. Так что рыбалка будет, я так думаю, если ничего не изменится. Правда, завтрашнего дня уже минус, похолодание небольшое. Но это ерунда. Это ерунда. Селедка есть одна уже. Так, ну что. Что-то я хотел покушать. Кишка надо перекусить. Рыбацкого, как видите, нет. Вот это, кстати, рыба к рыбе. Рыбная котлета. Ем вторую штуку уже. Первый раз перекусил одну, съел, сейчас вторую. Так что примета, что рыба, на рыбалку рыбу не берут, я считаю, это бред полный. Когда рыбу убрал, тогда рыба и ловилась. Так, ну что, разведка, можно так сказать, получилась. Белую рыбу мы увидели. Еще не вечер, еще часик где-то есть у меня. Возможно, что-нибудь да еще попадет. Сейчас чай попьем, проверим. И потом уже можно будет приехать на целый день. Или даже с ночевкой. Посмотрим. Если получится, приедем с ночевкой. Переночуем в избе. И попробуем половить. Так, друзья, у нас поклевочка. Поклевочка. Опа, харюзок. Енскадан. Вот такой вот средний харюс. Ну, заглотил. Вот я говорю, чем плох вставная удочка, минус вставной удочки, это то, что отпускать бесполезно. Даже если попадется васек, все равно придется забирать. Потому что вставные удочки рыба заглатывает до жопы. Так. Попил чаю, буквально подошел к первой удочке, шевельнул. Тук-тук-тук-тук-тук. Вон. А, ну вторая вот одна. Вон вторая. Ну, отлично, скажем так, Енскадан. Вторая белая рыбка уже. Неплохо. Это очень хорошо. Здесь никого.
здесь тоже никого. Ну ладно. Где будет рыба, там покажем. Вот здесь вроде бы что-то есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот тебе и ершовое место. Вот такой вот красавец хариус. Хо-хо-хо. На первом крючке возле самого берега. Ленцкаден. А я тронул, думаю, зацеп что ли, сначала не понял. Он тоже заглотил до окраин. С южных гор до северных морей. До самого желудка. Аппетит есть. Это хорошо. Ну ты смотри, сегодня у нас даже на малосолку поймали. Свежатинка у нас будет сегодня. Вот такой вот харюзец. Съедобный. Вот так вот. А мы забраковали это место возле берега, ерши, ерши. Вот тебе ерши. Так что можно сюда еще раз, два, две лунки можно сюда еще пробурить. Что мы и сделаем. Так, все удочки проверили. Результат, можно так сказать, уже радует глаз. А еще не вечер, еще не темно. Может быть, еще что-нибудь клюнет. Так, ну а теперь давайте посмотрим, что собой представляет подледный продольник. Вот. Обыкновенная палочка, мотовильцы. Тут капроновая нитка намотана. Фидерное грузило сюда надо, но я сегодня перевернул весь дом, не нашел фидерные грузила, куда, наверное, в деревне остались. И вот старый навес вместо грузила. Вот, в принципе, то же самое, что весной, только немного в уменьшенном варианте. И тут такая железка, только тоньше, чем весной, и крючки меньше, чем весной. Вот. Поводки тоже коротенькие, крючки помельче. Не совсем заглотыши, но такие некрупные крючки. Что-то, кстати, там вроде бы дергает даже небольшое, ёршик, наверное. Так, видно, нет? Надеюсь, видно. Вот этого червя кто-то потрепал. Ну да, кто там дергает. Ёршик. Это ёрш. Везде они. Червя еще не успел засосать. Так что этот червяк еще пойдет. Вот тут обычно на последний крючок ставлю малька, но пока мальков нет, повесил тоже червя. Иногда работает очень даже неплохо. Как-то на червя поймал на лима килограмм на 5, наверное. Лунку не влезал, пришлось бегать до машины. Это возле поселка было. Ну как-то вот так. 3-4 крючка. Поклевка. Вон. Блин, ёрш походу. А клевал-то как взрослый, блин. Так. Попробуем вот такую снасть. Обыкновенная удочка, только кивок от балансиров, от блесен. Вот такой жесткий силиконовый кивок. Сверху вот такая вот гусеница с подсадкой опарыша. Это Чупин Василий мне подарок отправлял. И вот такой тяжеленный шар. Не помню, он писал сколько грамм, но вес имеет. Картечина хорошая, с подсадкой червя. Почему так? Потому что обыкновенные мормышки на Печоре течение сносит. Надо утяжелять или
тяжелую вольфрамовую мормышку. Хариус у нас крупный попал там. Как бы потихоньку будем плавно стучать по дну этой тяжелой мормышкой. Вот так постукивать, привлекать рыбу. Леска здесь у нас 0,18, наверное, или 0,16. Нет, не должен я был на такую 0,16, 0,18. По идее, если хариус есть, а вот верхнюю гусеницу 100% может хапнуть. Но если нет, то нет. В идеале, конечно, поставить прикормку, но это потом, как приедем на целый день, так и возьмем с собой прикормочку, удочки и будем пробовать. Главное, мы поняли, что рыба здесь есть, на этом месте. Есть сиг, есть хариус, есть ёршики, есть налим. Это мы сегодня узнали. Вчера мы видели только ёршиков, сегодня мы увидели, что вся рыба здесь есть. Надо только ее уметь ловить. Так, удара сразу у нас не последовало, ну ладно. Немножко времени есть, поставлю сейчас, пробурюсь еще одну удочку здесь, возле берега, вставную. А это прямо так оставим. Надеюсь, не утащит. Так, ну что, поставил еще 3 удочки с мормышками. Поигрался немножко, поклевок нет. В общем, пошли. Пока не стемнело, соберем урожай, что мы поймали сегодня. И по пути вот так вот будем проверять, клюнуло, не клюнуло. О, клюет. Оп. Что-то есть. Пока идет. Опа! Селедка. Ну, сижок, вернее. Вот такой вот. Не крупный, но заглотил. Отлично. Ну, сегодня мы по полной отловились. Для начала разведка удалась. Рыба у нас в этой луже есть. Значит, будем ловить. Вот так вот. Вчера вот вечером не ловилось вообще. А сегодня вот только-только вот прошелся. Ничего не было. Кинул 3 удочки. Ну сколько прошло? Минут 10-15. И вот тебе, пожалуйста. Так. Давай отсюда и начнем. Вот так вот. Отлично. Ну вот. И нет никакого постоянства. Там хариус, здесь сижок. В конце там сижок и в середине хариус. Я думал, где-то ёршик здесь был у нас. Походу еще один ёрш там. А так и есть. Сопливчик. Вчера ершей засолили в баночку 0,7. Начало положено. Так что скоро, недели через 2, будем солененьких ершей, как семечки, щелкать. Здесь никого. Так, что, в общем, пустые показывать не будем. Покажем только те удочки, где что-то есть. Пока выключаемся. Подхожу к предпоследней удочке, вижу
Клюет. Ёршик. Господи. Вот кто клювал. Ёрш Иваныч. Отпусти. Вон. И заглотил как раз живцовый ёрш. Попробуй. А, не, бесполезно. Бесполезно. Так. Ну и все. Осталась последняя удочка. Идем на начало. Там еще у нас один есть. И подведем итоги. Так, набежала туча. Вон. Черная туча прямо потемнела. Вот граница, если не знаю, берет, не берет камера. С севера пошла. С севера пришла туча, стемнело, пошел ливень. Дождь, в общем, все проверили, все собрали. Подводим итогов. Подведение итогов. Ершей у нас тоже 12, так же как и вчера. Но вчера у нас не было белой рыбы. Сегодня у нас вот 2 хариуса, 2 сишка, малосолочка. Это в банку. Солить тоже нормально. Как бы пришли поздно, на это были причины, были домашние дела, дороги рухнули, к дому не подъехать, в магазин съездили туда-сюда. Завтра не знаю, как получится, но попробую, как и вчера говорил, приехать пораньше. А если получится, то возможно приеду с ночевкой. Ничего не загадываю. Сегодня приехали, и то хорошо проверили, добавили, поставили 4 продольничка. Есть надежда. До завтра, до завтрашней проверки. Всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Рыбачим в любую погоду.